Это братоубийственная война. Кого убивать вообще? Брат брата убивает, разве можно? Ну, что сказать, что это не надо было войну начинать вообще. Никто не хочет. Я сам лично не хочу, вот ребята не хотят. Это можно было решить за круглым столом. Мирным путем? Мирным путем, конечно, обязательно. Что я могу сказать? С кем я не встречался бы, с кем не говорил, всем никто не хочет войны. Все молодые ребята то же самое. Войну никто не хочет. Хотят веселиться, жить, радоваться и все. А то, что там кто-то что-то решает, все говорят, пусть сами решают. Нас нечего трогать. Мы родились не для того, чтобы автомат держать, а для того, чтобы веселиться, радоваться и жить дальше. Да. Что я могу сказать? Война хорошая никому не принесет. Чем быстрее кончится, тем и лучше. Я хочу, чтобы как раньше жили, так и жили, чтобы мирным путем все это получилось. Я думал, что те 4, когда вот в Ачамчире там события были недавно. Сюда не заезжали, войны не было. А, потому у тебя, наверное, посмотри на лицо, у тебя уже давно сидящее лицо у тебя. С первого дня еще война не началась, меня поймали в этом же. Там еще, да? Да. А, Они там вместе находились. ну как с вами обращались? Нормально? Очень хорошо. Которые с нами, ребята, сидели как братья, вот так вот обращались. Ну, то есть, Вот у нас ничего не было абсолютно. У нас были рубашки, ну, летнее время было же. Летом это было. Одели нас, все вот это дали, когда нам холодно стало. Передачи их родители приносили нам, но кормить давали. Мы там с голоду не умирали вообще. И без нас они И не без кушали. нас они не кушали вообще. Я благодарю, спасибо им говорю. За то, что спасибо так, тебе, что ты супруг. да, за то, что так тепло нас встретили вообще. Могли бы там нас вообще, зачем скрывать, поиздеваться в камере, понимаете, но нас пальцами никто не трогал. Это я клянусь Богом, честно говорю. Вот, если я не говорю правду, вот, пожалуйста, пускай он скажет. Еще 2 ребята там были. 3 нас было, но одного не знаем, куда его забрали. Вот так вот. Я благодарен очень, что так тепло там встретили нас. И никто нас пальцем не трогал, и ни дубинкой, ничем абсолютно. Вот, целый, невредимый вот так вот приехал. Для блага наших народов, абхазов и грузин, надо вот всю эту правду рассказывать людям, чтобы как-то эту бойню мы прекратили, понимаете? А еще погибшего надо. Я думаю, основания для слез есть. Разлука, их ждут дома. Плен — это есть плен, понятно. Но я думаю, что эти вопросы будут решаться и так же мирным путем, да, без всяких проволочек. Я думаю, что мы сможем в этом найти общий язык обязательно. Есть еще ряд военнопленных, мне сказали, что они в Тбилиси находятся, или даже привезли, возможно, да, Автандил Шудаев? Пока еще нет, но скоро будет. Я думаю, что мы их тоже обменяем, и вместо слез будут радостные улыбки родных. И там, и здесь, да. Главное, что процесс мы вот хорошо это освоили. Вот уже сегодня 2-й раз мы встречаемся во время военно-пленных. И я надеюсь, что скоро все это решится. Გარკვეულწილად თქვენი და ბატონი లేదా დამსახურება Უფრო ბატონი Ал๊ექსანდრეს. Так? Я думаю, что этот процесс не самый приятный вообще, обмен военнопленными или обмен людьми. И вот с Автандил Шотаевичем мы вообще не ставили так проблем. Мы просто считаем, что к военнопленным нужно относиться по-людски, там, даже с учетом Женевских конвенций, которых мы, может быть, и не знаем, но мы подходим к этой проблеме по-людски, это самое главное. И я думаю, что ребята, вот, которых мы сегодня привезли, вам об этом скажут.
Я бы хотел, чтобы и наши парни говорили то же самое. Тогда мы будем находить очень быстро общий язык. Вот до вашего приезда я говорил с пленными афганской стороны, и они просто всю правду сказали, и они все довольны. Даже говорили, что вместе сидели, вместе ели с грузинскими ребятами. Когда нас как летом взяли, нам холодно было, они дали потому все необходимое, чтобы нам нормально нам стало. Вот сейчас недавно я с ним говорил. И я думаю, что с грузинской стороны, наверное, то же самое наши пленные скажут. Я надеюсь на это. Да, так что до будущих встреч. Спасибо. Всего хорошего.